Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Каждый год 10 декабря футболисты и их многочисленные поклонники празднуют Всемирный день футбола. Сегодня о достижениях и перспективах этого вида спорта в Якутии мы поговорим со старшим тренером Республиканской специализированной школы по футболу Василием Ивочкиным. Василий Викторович, здравствуйте! Здравствуйте, Кристина. Футбол в последние годы становится популярным видом спорта и в Якутии. С чем это связано и среди какой возрастной категории? Футбол у нас популярен был всегда, но в последнее время, особенно после Мундиаля, проведения чемпионата мира по футболу в России, естественно, популярность в нашей стране стала расти. И наша республика, как говорится, регион Российской Федерации, естественно, эта популярность росла и у нас. В основном сейчас очень популярен футбол среди маленьких детей. Это дети от 4, 5, 6, 7 лет, которые прям рвутся в бой, хотят тренироваться, потому что видят футболистов, своих кумирах на телеэкранах, и у них большое желание, которое родители пытаются претворить в жизнь, так скажем. Об Артеме Соколове воспитанники Якутской школы футбола сейчас знают даже те, кто мало знаком с этим видом спорта. А много ли сейчас таких же перспективных, подающих надежду футболистов в республике? Наша республика всегда богата была способными, я бы даже сказал, талантливыми детьми-спортсменами, не только в футболе, но и в различных видах спорта. Артем у нас один из таких первых ласточек, которые до чего-то добились уже даже, скажем, таком профессиональном взрослом уровне. И он является, естественно, ориентиром для наших детей, которые идут за ним. В первую очередь, это, скажем так, социальный такой проект. Да? Мы почему везде стараемся об этом говорить? Потому что он пример для наших детей, именно юных футболистов с республики. И у нас сейчас есть ребята, которые, скажем, рано говорить о чем-то, что они станут профессиональными футболистами в будущем. Но мы все надеемся, любой тренер втайне надеется, что его ребенок станет футболистом, профессионалом. Ведь конечная точка в любом случае тренировочного процесса — это чтобы ребенок превратился во взрослого футболиста-профессионала. Такие дети у нас есть. Я не хотел бы называть их фамилии, но в целом динамика такая, что наши дети, они имеют перспективы, и тем более сейчас у нас проводятся различные соревнования, скажем так, дальневосточного уровня, в которых наши дети могут расти и развиваться. А как обстоят дела в республике с условиями для футбола? Наш регион в футбольном плане, если, допустим, брать в части сооружений спортивных, он достаточно развит. У нас есть два манежа, которые, в которых можно тренироваться, которые функционируют и зимой, и летом, по сути. В любое время дня и ночи ты можешь прийти и заниматься футболом. Этим на Дальнем Востоке похвастаться могут и единицы. Там где-то у кого-то есть даже манеж, что он не такой большой, как у нас. У нас они буквально такие, что можно проводить официальные соревнования, причем со зрителями. В этом плане мы, слава богу, соответствуем уровню, скажем так, того, что у нас футбол на Крайнем Севере должен развиваться. Но в целом, конечно, хотелось бы материально-техническую базу улучшать ежегодно, потому что нет предела, как говорится, совершенству. Нам еще все равно хотелось бы иметь какие-то дополнительные тренировочные поля для детей, для юношей, и тем более для взрослых. А какие изменения произошли в системе республиканской школы по футболу? В нашей футбольной школе, а республиканская футбольная школа, она вообще является, и мы будем надеяться, что будет являться постоянно флагманом детского футбола. Это именно детско-юношеский футбол, та пирамида, которая должна выстроиться у нас к 2024 году, то есть запланировано это развитие именно с Российским футбольным союзом нашего региона, в том, что внизу дети, да, пирамида юноши, молодежь и профессиональная команда. Сейчас получается последние изменения в нашей футбольной школе. У нас руководство поменялось, мы очень рады, чтобы пришли люди такие, скажем, инициативные, которые знают, чего хотят. Это Николай Гаврилович Сыпанин, наш директор, и с ним пришла команда таких достаточно молодых, но креативных ребят, которые, скажем так,
организовали вместе с нашим тренерским коллективом единый фронт-штаб, который будет развивать футбол нашей республики. Ну, можно сказать, что мы действительно являемся всей одной такой сильной и сплоченной командой. А как часто ваши воспитанники выезжают на соревнования и каких успехов добились за последние годы? С соревнованиями у нас, конечно, самая проблематичная тема – это выезды на соревнования, потому что у нас выезды очень, получается, дорогие. Да? Самое затратное – это увезти ребенка, потому что проживание, питание, оно примерно по регионам везде одинаковое, а у нас мы, кроме как самолетом, практически никуда выехать не можем. Если ехать на поезде, у нас сейчас есть такая возможность, как бы вот с Бестяха там сесть, но все равно это очень долго, и тем более сейчас вот такое сложное время, не каждый тренер повезет еще детей. Поэтому мы, конечно, выезжаем не так часто, как бы нам хотелось, но вот если отталкиваться от опыта, вот выезжать с нашего региона желательно вообще 1 раз в 2 месяца, ну хотя бы в 3-4 месяца, это самый крайний как бы такой именно показатель, когда дети все время находятся в соревновательном тонусе, потому что если ты выехал 1 раз в год на соревнования, это очень мало. А мы все знаем, тренеры, коллеги, все меня поддержат, что ребенок прогрессирует только на соревнованиях. То есть, участвуя в соревнованиях и соревнуясь с сильными соперниками, он растет. Потому что можно построить очень правильный и грамотный тренировочный процесс, но если нет этого соревновательного нерва, вот этого накала, именно вот этих игровых ситуаций, когда вот в стрессовых вот этих каких-то определенных условиях он прогрессирует, и очень будет небольшой, скажем так, скачок в его развитии как футболиста. А в какие города чаще всего вот вы выезжаете, когда появляется возможность? Больше вот в центральные города или все-таки Дальний Восток? Ну, если мы будем говорить про детей, то нам попроще сейчас выезжать в Хабаровск. Вот раньше в Хабаровск я возил детей, еще в 2017 году, по-моему, выезжали, очень были дорогие билеты, там не давали субсидии, но последний вот год и 2, по-моему, Дальний Восток дает нам субсидию, и можно ребенка вывести вот на соревнования в Хабаровск, тем более допустим, до 12 лет. Почему мы выезжаем в Хабаровск? Во-первых, это транспортная составляющая, можно дешевле выехать. И там есть манеж, там построил один у них меценат, футбольный манеж. Не такой, конечно, большой, как у нас, но вот он для маленьких детей, для тех возрастов, которые играют вот по этим условиям, получается, поле, он вполне достаточно подходит. Вот мы сейчас тоже планируем выезд, везем детей 2010 года, соревнования запланированы, взяли уже билеты и, грубо говоря, допустим, нам вот в Хабаровск вылететь пока более-менее по финансовой составляющей попроще. А наверняка пандемия сказалась на тренировочном и соревновательном процессах. Вот как вы преодолеваете эти проблемы? Да, конечно, не ждали мы, что все так как-то изменится в нашей жизни, да, тем более сейчас все мы видим, что идет и борьба с этой такой непростой, скажем, с вирусом, с этим, да, с непростой такой напастью. Но, тем не менее, как говорится, никто не отменял тренировки, да, мы все равно занимаемся. Были, конечно, моменты, когда были полностью отмены занятий, но мы выходили из этой ситуации, как мы давали детям, получается, домашние видеоуроки отправляли, и, конечно, их контролировали за счет того, что они нам делали отчеты, короткие нарезки. Вот, допустим, тот же Артем Соколов, он к нам приезжал, мы попросили его, он нам подготовил несколько комплексов, вернее, мы подготовили несколько комплексов, совместно с ним записали, сделали небольшие такие ролики, и вот в нашей школе сейчас у нас они как бы вот даже можно просто в WhatsApp их отправить, в WhatsApp-группы, там у кого есть дети, у кого родители там в группах, уже если дети старше, что дети сами там их могут смотреть, получать, отправляем. Вот эти видеоуроки, они видят, что вот всегда приятно, что игрок, капитан сборной России, юношеской, да, один из лучших футболистов своего возраста в нашей стране, отправляет эти уроки, и причем он еще комментирует, объясняет: ребят, давайте, сложное время в такое, вот нужно тренироваться. Самое главное, чтобы вы не ленились, самое главное, чтобы вы стремились, и у вас у каждого будет шанс, так же, как у меня, стать футболистом, профессионалом. В будущем вас заметят тренеры. Самое главное – это ваше желание. А какие советы можете дать родителям, вот, родителям и детям, которые хотят заниматься футболом? Как понять, что вот у ребенка есть способности?
Знаете, вот сколько работаю с детьми, всегда думал, ну вот этот ребенок, наверное, станет футболистом, потом смотришь, маленько прогресс у него как-то замедляется, а кто-то, наоборот, думаешь, что вот что-то вроде бы как бы тяжеловатенько будет, наоборот, начинает прогрессировать в какой-то определенный возраст, потому что мы все понимаем, есть такое понятие, как пубертатный период, когда мужчина, ну, в смысле, мальчик превращается в мужчину и так далее, и там вот это есть стремительный рост скоростных качеств, различных физических, в общем, составляющих. Поэтому тут никто вам особо не скажет, так знаете, что вот этот ребенок станет футболистом. Но основные качества, на которые будет смотреть тренер, я вам скажу. Это, естественно, скоростные качества, то есть скорость передвижения ребенка, ну, как он прыгает, да, это скоростно-силовая, как бы его вот составляющая, то, что передается от родителей. Второе – это координация, да, то есть ловкость, как вот он двигается, насколько он умеет подстраиваться под те или иные, там, допустим, какие-то изменяющиеся условия. И самое главное, наверное, качество, это вот чем отличает футболистов высокого уровня вообще в будущем, когда они становятся профессионалами, это вот оперативное мышление, то есть умение принимать решения в игровых ситуациях, причем очень быстро. Вот если вот эти три составляющих у ребенка, они присутствуют, из него может развиться в будущем футболист-профессионал. Но оперативное мышление сложнее, как бы определить его не измеришь никак, да, и это только можно будет увидеть в игровых ситуациях. Если, допустим, с физическими качествами там чуть попроще, пробежал, замерил, посмотрел, прыгнул, да, там более-менее ясно, координация тоже более-менее понятна, то вот это оперативное мышление, оно все-таки выявляет чуть попозже. Поэтому всегда советуем как бы не рубить на корню, нужно посмотреть к ребенку, присмотреться в течение определенного там времени. У кого-то может быть год на это уйдет, у кого-то может быть даже чуть побольше. Поэтому никогда не надо ставить крест, особенно если ребенок сам ведет родителей на тренировку и говорит: мама, папа, я хочу приходить, заниматься. Тогда нужно, как говорится, маленько подождать. Ну, конечно, если уже у ребенка там в более зрелом возрасте, в таком детском 10-12 лет не получается, там нужно уже подумать, если совсем уж тяжело. Но, говорю, вот эти составляющие, они, если у ребенка они будут соответствовать хотя бы определенному уровню, есть шанс, что он все равно разовьется в будущем в хорошего футболиста. Мгм. А какие перспективы вы как тренер видите для развития футбола в Якутии и что для этого нужно сделать? Ох, наши перспективы, как говорится, мы все за них ратуем, мы ждем, что у нас будет футбол развиваться, потому что наш регион, мы все знаем, очень популярен в нем мини-футбол, да, потому что все-таки нету такой возможности у всех заниматься большим футболом, это как бы большое поле, большее количество людей, занимающихся, должно быть, и играющих. Но большой футбол – это самая любимая игра в мире, да. Почему, допустим, вот у нас спрашивают иногда спортсмены, почему все время показывают футболистов? Ну, не потому, что их искусственно показывают, потому что рейтинги такие, да, и зарплата соответствует вот этому спросу. Наши поэтому чаяния такие, что мы хотим все-таки видеть у нас команду к 2024 году здесь профессионального, это вторая лига. Ну, вторая лига по-старому называется, сейчас она называется ФНЛ-2. Мы надеемся, что у нас будет возрождение команды. Естественно, под ней должна быть команда, играющая в любительской нашей лиге, которые будут обкатывать молодежь. Причем вот эта команда, которая должна стать командой профессионалов наших, там должны играть преимущественно наши выпускники, да, те, кто прошли через нашу школу, прошли через другие клубы нашей республики. Ну, чтобы дети, которые идут за ними, все равно они видели, вот ребята играют, мы их смотрим по телевизору, да, по нашему местному, мы их там смотрим в интернет различных таких каналах. И я думаю, это будет большим подспорьем именно наша футбольная школа. Но в целом, конечно, бы еще хотелось бы, чтобы наши перспективы развивались за счет еще улучшения тренерского состава, да, потому что мы все равно варимся тут в своей каше у себя на севере. Нам не хватает все равно вот семинаров, обучающихся курсов, которые должны быть ежегодно, может быть даже раз в полгода, потому что тенденция такая, что футбол взрослый, естественно, он как бы тянет за собой детский футбол, развивается очень-очень быстро. И вот тренер должен соответствовать этому уровню динамики, которая современная сейчас она присутствует, что нужно быстро очень ориентироваться и где-то что-то брать, какие-то различные, там, применять методики, какие-то упражнения. И все настолько как бы совершенно и стремительно, что нам нужно как раз вот эту составляющую тренерского нашего состава все-таки в республике чуть стараться все время развивать, обучать, для того, чтобы, как говорится, ведь хороших спортсменов должны тренировать хороший тренер. Как бы так, я думаю.
Василий Викторович, спасибо за беседу. Желаю успехов в вашей работе. А я напомню о достижениях и перспективах футбола в Якутии. Мы поговорили со старшим тренером Республиканской специализированной школы по футболу Василием Ивочкиным.